Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашего урока – «Жизнь и творчество Николая Михайловича Карамзина». С ним родилась у нас поэзия чувства, любви к родине, поэзия внутренняя, задушевная. Так писал о Николае Михайловиче Карамзине поэт князь Петр Андреевич Вяземский. Карамзин умер в 60 лет. Из них почти 40 лет он отдал служению родной литературе. Начал свою деятельность в канун Великой Французской революции 1789 года, а завершил в эпоху восстания декабристов 1825 года. За этот отрезок времени сменялись события одно за другим, менялись убеждения писателя, успехи приходили на смену неудачам, поиски, сомнения, ошибки, творческие достижения сопровождали писателя. Николай Михайлович Карамзин родился 1 декабря 1766 года в имении отца недалеко от Симбирска. Ныне это город Ульяновск. Детство его прошло в этом имении на берегу Волги. Здесь он постиг азы грамотности, рано начал читать, пользуясь библиотекой отца. В 14 лет юного Карамзина определили в пансион Шодена, профессора Московского университета, где он получил обширное гуманитарное образование, активно учил языки, слушал лекции в Московском университете. По заведенному порядку в то время дворянские дети поступали на военную службу. Карамзин недолго служил в Петербурге, в одном из лучших гвардейских полков, но понимал, что его призвание – занятие литературой. Смерть отца заставила его подать в отставку, переехать в Москву, где Карамзин входит в круг московских масонов. Уже в молодости Карамзин впитал идеи просвещения. Он верил в изящность законов чистого разума, усвоил урок просветителей о внесословной ценности личности. Творческая деятельность Карамзина начинается с переводов европейских писателей. Издатель «Новиков» в организованной им типографической компании привлекает Карамзина для подготовки первого в России специального журнала для детей «Детское чтение для сердца и разума» 1785-1789 года. В нем писатель публикует свои первые прозаические опыты и стихотворения. Весной 1789 года 24-летний Карамзин отправился в путешествие по Европе, выехав из Москвы в Тверь, Петербург, Ригу. Ему предстоит посетить Пруссию, Саксонию, Швейцарию, Англию, Францию. После путешествия Карамзин опубликует «Письма русского путешественника» 1791-1792, в которых отразятся впечатления автора о калейдоскопе лиц, событий, размышлений, которые ему довелось пережить в путешествии. Писатель стремится передать чувства, возникшие у него под влиянием увиденного. Анализ этих чувств ведет автора к самоуглублению и самонаблюдению. В 1791 году Карамзин начинает издавать журнал «Московский журнал». Решение стать издателем журнала с литературно-философским направлением было серьезным шагом для Карамзина. Он решается последовать примеру Новикова, отказаться от какой-либо государственной службы, не быть чиновником, а выбрать независимость, которая важна и дорога писателю и журналисту. Читатели журнала знакомились с лучшими произведениями русских писателей, с новинками иностранной литературы и с собственными произведениями издателя. В московском журнале появилась и знаменитая повесть Карамзина «Бедная Лиза» 1792 года, с восторгом принятая современниками. Такого признания и успеха не получало еще ни одно произведение русской литературы. Эта повесть принесла литературную славу Карамзину. Писатель создал в повести новаторскую для литературы его времени иллюзию достоверности,
упомянув, что действие его произведения происходит в Москве и ее окрестностях, Воробьевы горы, Симонов и Данилов монастыри. Первые читатели повести не сомневались в реальности трагедии Лизы. Не случайно пруд под стенами Симонова монастыря получил название «Лизина пруда», а судьба героини Карамзина – массу подражаний. Так, дубы, растущие вокруг пруда, были исписаны надписями. Трогательными: «В струях сих бедная скончала Лиза дни, коль ты чувствителен, прохожий, воздохни». И едкими: «Здесь бросилась в пруд Эрастова невеста, топитесь, девушки, в пруду довольно места». Современникам стало понятно, что в русскую литературу в лице Карамзина пришел талантливый писатель-сентименталист. Сентиментализм – передовое, вдохновленное просветительской идеологией искусство. Оно утверждалось и побеждало в Англии, Франции, Германии во второй половине XVIII века. Сентиментализм, превознося человека, сосредотачивает главное внимание на изображении душевных его движений, раскрывает мир нравственной жизни. Человек сентиментализма противопоставляет имущественному богатству богатство индивидуальности и внутреннего мира, богатству кармана, богатство чувства. И Карамзин становится в 1790-е годы лидером русских сентименталистов. Вокруг его журнала объединяются его литературные друзья и единомышленники. Чувствительность. Так определяли на языке конца XVIII века главное достоинство повестей Карамзина. Писатель учил сострадать людям, обнаруживал в изгибах сердца нежнейшие чувства, погружал читателя в напряженную эмоциональную атмосферу нежных страстей. Карамзин много сделал и для развития русского языка. Уже в письмах русского путешественника он использует нормы разговорной речи, создает изящную, легкую фразу, передающую эмоциональную выразительность слова. Отвергая высокий слог классической трагедии и оды, так же, как и бытовое просторечие низкого, Карамзин ориентировался на единый для всех литературных жанров средний слог. Писатель вводит лексические и фразеологические кальки с французского языка, которые легко вошли в обиход русской речи. Также создает новые слова, которые навсегда вошли в русский язык, такие как промышленность, общественность, общеполезный, человечный. Карамзин проявил себя и как выдающийся историк. Интерес Карамзина к историческим сюжетам, к прошлому России совсем не случайен, а вполне укладывается в его понимание роли писателя и его задач просветителя. Писатель требует, чтобы литература воспитывала патриотизм, ибо русские люди еще плохо себя знают, не до конца осмысляют свой национальный характер, и патриотическое воспитание может быть основано только на конкретных примерах из истории России. С этими убеждениями Карамзин подходит к последнему периоду своего творчества, когда задумывает создать историю государства российского. Карамзин посвятил созданию этого труда более 2 десятилетий, с 1804 до 1826. В 1818 году русский читатель получил первые 8 томов истории государства российского. Русская общественность взахлеб читала историю, которая была создана на основе огромного фактического материала. Тома истории распродавались молниеносно, и пришлось издавать ее еще раз. Кто-то из современников заметил, что до Карамзина мы и не знали, что у нас есть история. Смерть писателя в 1826 году прервала эту работу на 12-м томе, где излагались события смутного времени, а само повествование дошло до 1611 года. Александр Сергеевич Пушкин высоко оценил роль Карамзина. Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России.